когда вот началась Великая Отечественная война? 7 лет. 7 лет. И родители все работали. Война началась, всех родителей, особенно отца, он столярвар, отдыхал на юге. И с юга сюда 2 раза ловили отца, задерживали. Как он покажет документ, что мастер, по металлу, его сразу на самолетик и в Ижевск. Все мои родственники работали на Истали, на Ижмаше. Это было самое страшное дело. Они не выходили домой, только встречали нас. Вот я, сестра моя, родственники, друзья все носили туда обеды им. Виктор Петрович, в момент, как вы узнали, что настала война, какие у вас были ощущения, где эта новость вас нашла? Нашла она в школе. Бежит мать, она не работала, дочь там еще была, она с ней водилась, дочь оставила, бежит ко мне, а школы недалеко было, небольшое расстояние, и все мы из школы побежали домой. Мать ревет здесь, схватила, все, война, война, война. А мы хулиганистые немножко народ были, понимали, что это такое. А в это время передают, война, всем на работу, детей из школ отправить, в дома, дома наши, дома всех пока. И там, и так и жили. Отца уже только приходили вечером, приезжали с отцом, пешком ходили. Я, мать, другие ребята бежали, приносили им еду, хлеб, масло. Тогда это было довольно много, хорошо снабжали и это туда. Отец сколько раз, когда я приходил, отец все время матерился. Есть такой там, такой-то, такой-то. Я тогда спросила, кто папа он у меня? А это партийный работник. Я говорю, что ты его материшь? Он меня не отпускает на фронт. Я говорю, а фронт-то как металл-то, без металла, без всего, как воевать-то? Я тоже говорю, так меня бы хоть оставили, там пацаны есть, работают. Я говорю, с ними надо работать, все они там такие, которые были в школе, повзрослее, часть берут, и взрослых берут на работу в металлургические заводы в основном. Виктор Петрович, как вообще работала школа? Учились ли вы в школе во время войны? Да, в школе, на первый период, это, с 1 класса по 4 не учились только, наверное, дней 10. Жили сначала нормально, а потом все становилось тяжелее и тяжелее. Потому что в основном перешли по карточкам. Карточки приносит отец, отдает бабке, и ходили.
Значит, раз у меня карточки отобрали, повзрослее парни были, значит, где-то шли, и я пошел получить с них. Поймали, значит, налупили карточки. Дед тогда, да как так, драться не можешь, да надо палкой их, да ты покажи кто-то. Ну, в общем, тяжелое было состояние, все, карточки, карточки, карточки. Когда война-то уже кончилась, и немцев-то потащили, значит, туда, мы как бы вздохнули. И талоны увеличили, все это, значит, сделали, и нас перевели в 30-ю школу. Как раз вот мы 4 класса сделали, в 30-ю школу. Вот она нам, это. Школа эта моя была, где меня выпустили. Вот я расскажу такое дело. Дядя был, у него было один сын, значит, второй, большие, взрослые, столяры. Они все время стучали: давай на фронт, давай на фронт. Вот. Сколько не сопротивлялись, где-то они подрались специально, значит, и их туда и отправили в Германию уже под конец войны, ну туда их, туда. И вот как это вот Берлин, а их рядом, это уже дяди они мне, дяди, я все, Шурик, Сашка, значит, молодых, чтобы сохранить их еще, вот так в окружение пошли к немцам, туда. Вот, и в это время, значит, объявляется, что война закончилась, это вот столь, это столь. И как раз вот так линию-то провели, это другая, а это наша. Значит, и они-то попали сюда. Мы все побросали, что у нас было, кроме оружия, бежали бегом, и все успели перебежать на эту сторону. Виктор Петрович, вот во время школьных дней какие вот мероприятия вы проводили там в поддержку наших бойцов на фронте? Может, там делали, письма писали, или какие-нибудь теплые вещи вязали? Вот что можете рассказать об этом? И вещи, и теплые вещи вязали, продукты не посылали, потому что продукты были отдельно, выдавались там туда на фронт, так что ничего. А вот письма, значит, ну, мы парни, писать, чтобы это, ну, руки не развели. Сестра у меня была, вот она сидит и пишет, что то у нас тут хорошо, все нормально, все туда-сюда, все. Женщины писали. И вот мы, когда в школе-то маленькие, учительница нас, вот 4 классы мы учились смешанные, девчонки и мальчишки. Все, вот околоток наш тут большой. А когда мы уже кончили 4 класса и в 30-ю школу нас, мы перешли только ребята. Вот там ремонт школы делали, сами уже все делали, более-менее. Значит, и когда туда пришли, только одни мужчины. А 28-я школа была женская. Все же во время войны вы были детьми, и какие игры играли? Вот как вообще вот
свой досуг у вас осуществлялся? Лапта была такая игра. Вот мы все играли. И родители, когда оттуда приходили, взрослые мужики играли с нами, пацаны. С девчонками все вместе. А когда пришли, уже в школу я поступил в 30-ю, там уже, вот я говорю, ремонт, все это делали, и там в театр стали ходить, в кинотеатр, значит, денежки там матери, родители, бабушка, дедушка, значит, взрослые нас в кино, в театр, всякие игры, какие есть, вот, ну, пацанские в основном. Это значит спрятаться куда-то, значит, ищи, где мы, нет. В кинотеатр ходили. Как вы узнали, что наступил День Победы, что закончилась война? Какие ощущения у вас были на этот момент? Когда кончилась война, по радио передавали громко, везде, днем. Так, мы из школы все, как нас не было, домой. Мать, бабушка, дедушка на завод. С завода мужики, в основном, вот столевар, он не убежит. Как заделано, отец у меня столевар был, а меня на столевар, я когда кончил, значит, институт, он сказал, вот в институт пойдешь, на механика учись. Не надо на столевара, на механика учись. Понятно? Ну вот. Все прибежали, все тут обнимаются, целуются. Ну, это ужас. Ну, а мужики, конечно, вот, нам давали, сынок, ты примешь? Я говорю, бать, там, он говорит, бабушка стоит, вон мама. Они палкой как бы по спине не дают. Ты черт. Что ты немножко-то что, не можешь, что ли? Ты же взрослый уже. Вот такие вот, ну, конечно, это радость была. Все, и в школе, и везде. Это прямо, ну, так это страшное дело. А потом ведь их потом туда, в Японию, часто, вот у меня взрослые, они от бабушки и от дедушки сыновья были, которые взрослые, туда поехали во время войны. Их сняли отсюда и отправили в Японию. Виктор Петрович, вот у нас во время войны было очень много раненых, и их отправляли в нашу сторону. Вы в школе там со школьниками вот приходили, навещали, вот как это у вас проходило? 30-я школа, мужики. 28-я, девочки были. Так вот, половину, которые идут, все там девочек уплотняли, раненые туда, раненые. Значит, у нас, значит, сделали половинку, там девочки были, тут мужики, куда им идти? Значит, если у них родственников нет, сюда их вот, на лечение. Приходили наши, значит, мужики, туда к ним ходили, КГБшники проверяли их, ходили. А бабушка, дедушка и мать моя собирали продукты туда к ним, чем помочь.
Вот. И туда заходить, туда, так, все нормально. В итоге они нам рассказывали, как воевали, что делали. Вот и, значит, они в школу приходили, потом, когда стали более или менее ходить, там, выздоравливать, которые мы приглашали их себе в школу. И те рассказывали, какая война, и они в основном говорили: никогда не лезьте в драку, а всегда добивайтесь, чтобы было мирное состояние. С фронта, да, с мирных городов было очень много эвакуированных людей в Ижевск. Вот какая была связь и помощь вот с этими людьми? Которые приходили собственные оттуда, их разделили. Вот у нас в дом семью прислали. Значит, мы потеснились, туда сами перешли, они нашу половинку заняли. Ничего не сделаешь. Рядышный тоже половинку. И так вот находили, значит, приходили, и те собирались все. Люди хорошие попадали, плохие попадали там. И на работу их устраивали, находили работу, значит, завод же один, второй завод, механический завод, машиностроительный завод, другие. Где-то они устраивались на работу. И стали они, ну там, некоторые делали, строили себе там дома. Вот он приехал, так, материалы ему отдаются, и они строили дома. Вот на Коровудской площади, допустим, туда пустые бараки, туда. Вот на бараки я ездил. Уже когда я повзрослел, бараки эти приезжали, так вот, народу много туда. И раз решили поздравить мы, значит, на этих бараках ребятишек приехали. И когда я уже пошел, ну там немножко, мать меня зовет: сынок, иди-ка сюда, на, вот. И вот такой мешок мне, вот эти-то конфеты-то, леденец. Я говорю: мать, ты что? А что, говорит, ты иди, сынок, едь. Я взял машину, тогда я занимался этим делом, мы поехали в эти бараки. Туда подошли, барак вот такой длинный, а вот это, я говорю, вот зашли туда, и какой-то тут живет, ну, с нашего-то завода. Ага, тут. Вот мы пришли подарок. Что там только это началось, все бегут, а нам где? А нам что нет? Я уж тогда-то сам перепугался и говорю: тихо, вы, говорю, не с моей епархии, он с моей. Так я вас всех знаю, и вы меня знаете, там все же пацаны, там. Я говорю: сейчас приду, вот этот им, и давай. Вот эти леденцы разобрали все. Виктор Петрович, у нас приближается очередная крупная дата, День Победы. Вот что бы вы могли пожелать вот нашему подрастающему поколению? Чтобы войны не было. Как хотите, чтобы войны не было. Все-таки война есть война, это ужас. И сейчас, когда где-то там они воюют и это делают, это плохо. И мы, и я вот со своей стороны не одобряем такое дело. Воевать, значит, надо находить
всегда меры пресечения, чтобы всегда мы жили. Как идешь ночью, сейчас, я с завода ночью ходил, я никого не боялся. Туда, 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 туда. Вот. Еще ходили там боевые-то, драться. Вот. Я не боялся. Налупят, я говорю, налупят, я им дам, налупят. Вот такие дела. Поэтому сейчас надо, чтобы было мирное небо. Накануне Дня Победы позвольте вам искренне от души пожелать здоровья и вручить вот эту вот памятную медаль. Спасибо. Спасибо. Вопросов нету. Вот. Андрюха там уже переживает, внуки звонят. Да? Да. Ага. Виктор Ну, Петрович. а с этим этот пришел вдруг-то, Коробейников? Коробейников. Все, да. уехал. Он уехал почему? День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.